Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И в начале коротко о главном. Зима пришла, как всегда, неожиданно. Очереди везде на дорогах. Из-за непогоды перекрывали трассы, а коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы. Как будут топить горы снега? Не было бы клуба, да несчастье помогло. Проехали, людей жалко было. Мы построили раньше модульные. Они отказались от модульного, от кирпичного. Вот сейчас строим кирпичный. Дом культуры, модульный ФОК и трассы на востоке. И в 2026 году у вас будет. Но хороший, крепкий ФОК. Самая большая школа и дома для соцработников в Иглино. С тем, что у нас было, и то, что у нас есть сейчас, это просто небо и земля. Как проходит встреча Радия Хабирова с жителями региона? Холод против рака. Это один прокол иглы и замораживание опухоли. Удаление опухоли на легком методом шоковой хирургии при минус 200 градусах по Цельсию. Благодаря современным технологиям появилась возможность оперировать тех пациентов, которых раньше мы просто не могли. Уфа на неделю стала центром сообщества онкологов России и зарубежья. Отличились на всю страну. Было очень приятно, когда заместитель министра обороны Анна Евгеньевна 3 раза озвучивала только с положительной точки зрения именно нашу республику. Опыт Башкирии в поддержке бойцов и 7 участников СВО тиражирует на всю Россию. Об уникальных проектах, достойных подражания, в интервью итогов недели. Собирали всем миром, строят всей деревней. Начали сбор, кто песок привозил, кто-то щебень, кто-то доски. В Абделиловском районе возводят новую мечеть на месте сгоревшей, на личные пожертвования прихожан. Каждый день смотрю чат и вижу, что женщины не остались на стороне, все готовят. Капризы природы. Календарная зима еще не наступила, а обильные снегопады уже проверили коммунальные службы на прочность. На неделе в Уфе выпало почти четверть от месячной нормы осадков. Многие улицы и дороги столицы завалило снегом, что привело к увеличению числа ДТП и стало причиной 10-бальных пробок. На борьбу со стихией вывели 300 единиц спецтехники, которые работали в круглосуточном режиме. Нелегко пришлось и жителям Зауралья, в том числе тем, кто пытался туда доехать. Горные дороги превратились в ледяную полосу препятствий, сходу покорить которую удавалось не всем. О последствиях первого серьезного снегопада, прогнозах синоптиков и как в предстоящем сезоне будут бороться с осадками в репортаже нашего корреспондента Азата Садриева. Любишь кататься, люби и саночки возить. Смысл этой пословицы на себе ощутили пассажиры автобуса номер 75. Чтобы доехать до нужной остановки, им сначала пришлось вытолкать общественный транспорт из ледяной ловушки. Остальным повезло немного больше, хоть и пришлось постоять в 10-бальных пробках, зато, как говорится, не пешком. На борьбу с последствиями снегопада вывели целую армию спецтехники. 800 по всей республике, из которых более 300 единиц на улицах Уфы. Но не везде они смогли отработать эффективно. Причина в самих автовладельцах, которые оставляли машины вдоль проезжей части. Коммунальные и дорожные службы перевели в круглосуточный режим работы. В первую очередь, конечно, мы убираем остановки общественного транспорта, тротуары для удобства передвижения наших пешеходов, а также уличную дорожную сеть. Помогали уфимцам 800 столичных дворников. Убираемся, подметаем, чтобы было чисто, соответственно, для людей, для народа. Удобно было ходить, ездили машины, чтобы, соответственно, ничего не мешало передвигаться. А вот автолюбители друг другу мешали. Пробки на дорогах также возникали из-за множества аварий. В основном в ДТП с механическими повреждениями попадали машины на летней резине. Чтобы не отмечать день жестянщика, водители занимали очереди на шиномонтаж с самого утра. Снег выпал сильный, а мне ехать далеко постоянно каждый день. Чувствуется, что летняя резина, она жестче уже становится, мерзнет же. Народу было много сегодня утром, 8 часов. Очереди везде на дорогах.
всего было автовладельцам, которых непогода застала за городом. Затруднения движения были отмечены на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Фуры буксовали на подъем, создавая пробки. Из-за непогоды на некоторых участках дорог Зауралья даже пришлось вводить ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта. А в Сибае коммунальщики оказались на высоте. Из-за обильных осадков они вышли на очистку снега с крыш, параллельно сбивая сосульки, которые были опасны для пешеходов. Люди ходят, вот много магазинов, проходные части, поэтому опасно. С колясками мамаши идут тоже. Боишься, что упадет на коляску, не дай бог. Пока этот снегоплавильный пункт действует всего в полсилы. Сдана только первая очередь всего объекта. Строительство второго этапа продолжается. Работы начались в июне. И по заверению специалистов, до сдачи объекта осталось не более 2 недель. Закончено строительство бетонной чаши самой приема, куда будет сваливаться снег. Значит, ведутся уже подготовительные работы по благоустройству. Значит, начинаем пусконаладочные работы насосов, всего оборудования. Будем прогонять сам комплекс уже в работе. В этом сезоне он уже сможет принять снег? После 20 ноября, я думаю, мы его откроем. На небольшом участке земли многотонные краны и экскаваторы работают с ювелирной точностью. Объект нужный и долгожданный. Плавить снег намного экологичнее, чем складировать на полигонах. По сути, осадки выгружают в огромную ванну, в которой они растапливаются сточными водами, а после очистки попадают в городской коллектор. Такие объекты для Уфы нужны, потому что куда снег вывозить? На природу тоже экологию вред носит, а здесь утилизация полностью. В каком режиме вообще работа проводится? В ускоренном режиме. Ночные смены тоже уже есть. Круглосуточно работает? Круглосуточно уже. Потихоньку к этому уже переходим. Объект станет вторым подобным в городе. Первый работает в северной части Уфы на улице Трамвайной. Удобен снегоплавильный наш пункт тем, что он находится территориально в центре нашего района. Нам точка, получается, доставки намного быстрее доставка снега. Плечо коротко. В прошлом году первая очередь этого снегоплавильного завода растопила 180 тысяч кубометров снега. Если перевести в грузовые автомобили, это 9 тысяч самосвалов. Когда сдадут вторую очередь, эта цифра вырастет как минимум вдвое. А в перспективе аналогичные объекты должны появиться в каждом районе города. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Уфа. Между тем, синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в республике. Сначала снег сменится дождем, а уже в последующие дни температура воздуха понизится до минус 9 градусов ночью. При прояснениях столбики термометров опустятся до минус 14. Днем будет чуть теплее. От 1 до 6 градусов ниже нуля. Из-за перепада температур дороги покрылись льдом, на трассах гололедица. Поэтому автомобилистов просят быть осторожнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники МВД, люди, которые должны обеспечивать охрану правопорядка. Всех причастных поздравил глава Башкортостана, который вместе с семьей посетил участковый пункт полиции номер 11 по Уфимскому району. Он обслуживает жителей села Булгаково, а также близлежащих деревень и садовых некоммерческих товариществ. В отделе трудятся 2 участковых – Айдар Гайнатуллин и Азамат Нурмухаметов, а также инспектор по делам несовершеннолетних Карина Хайруллина. Руководитель региона ознакомился с условиями работы офицеров и отметил, что на их плечах очень непростая служба. Мы здесь живем недалеко, и потом 10 ноября все-таки это народный праздник, я считаю, день работы трудных дел. Ребята, вот видите, у них праздник сегодня, они сидят, все работают, и неважно, суббота, воскресенье, выходной. И поэтому, конечно, им сказать всем ребятам, всем, и мужчинам, и женщинам, которые работают, огромное спасибо. Я считаю, что наше общество должно говорить им спасибо. Самые разные случаи, у них и много полномочий. Ведь что бы ни случилось первым делом, мы обращаемся к сотрудникам органов внутренних дел. Потом уже подключаемся, понятно, если чрезвычайная ситуация и так далее. Но, конечно, когда преступное посягательство, эти молодые ребята защищают нашу страну, наше общество. Поэтому им спасибо. Ради Хабиров награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Указ об этом подписал Владимир Путин, а награду в Кремле на неделю вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Эксперты отмечают, что орден отражает вклад главы республики в защиту интересов страны. Башкортостан стал примером для регионов и по формированию добровольческих подразделений для участия в СВО и гуманитарной помощи военнослужащим. Кроме того, в регионе принят широкий пакет мер поддержки военнослужащих и семей. При этом Ради Хабиров много раз был в зоне спецоперации. Оценили работу Ради Фаридовича, да и, так сказать, вклад нашей республики в помощь военнослужащим СВО. Потому что там наш вклад значительный, очень много наших ребят там воюет, и Ради Фаридович оказывает просто неустанное внимание этим ребятам, как непосредственно на фронте, так и, так сказать, семьям тех людей, которые здесь находятся у нас в республике. За вот этот срок, который он работает главой республики, все-таки республика сделала достаточно значительный рывок в процессе развития вперед и, так сказать, заложила достаточно серьезный потенциал для будущего развития. Очень большой вклад личный, вклад непосредственно Хабирова, и это, конечно, получило высокую оценку. Добавлю, что орденом за заслуги перед Отечеством награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Новый импульс для развития получит северо-восток республики. В Белокатайском районе в следующем году построят спорткомплекс, а в Мечетлинском откроют новый дом культуры. Такие поручения Ради Хабиров дал во время своего визита в эти муниципалитеты. Руководитель региона поставил перед чиновниками много задач, в частности, навести порядок в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства. А еще Ради Хабиров принял на должность новую главу, 5-ю по счету, женщину-руководительницу районной администрации. Обо всем подробнее расскажет Артур Шамсудинов. Давай быстро, да. Едва жители Новомуслюмова Мечетлинского района узнали о приезде главы республики, как сразу выстроились в очередь. Взрослые и дети не упускают возможность сфотографироваться и, самое главное, поблагодарить. Совсем скоро на этом месте в рамках нацпроекта откроется новый дом культуры. Все, начинаем. Все, вернее, уже закончим. Следующим летом сдадим. Построить ДК сельчанам пообещали еще в 2021 году. К тому моменту местный клуб не работал уже 5 лет. За пару дней до визита главы несколько жителей попали в ДТП, потому что поехали на праздник в другое село. Тогда Ради Хабиров твердо пообещал навести порядок. И вот теперь заехал посмотреть, как идут работы на стройплощадке. Когда клуб работал, более 9 кружков художественной самодеятельности здесь было. Народ очень активный. И благодаря поддержке Ради Фаридовича было принято решение здесь построить сельский дом культуры. Население очень ждет, они воспряли духом, когда началась стройка. А вот жители села Новобелокатай ждут, когда в райцентре построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас дети вынуждены заниматься в здании старой спортшколы, в которой, мягко говоря, тесновато. Ребят, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Это у нас борцы, занимаются курьер. А вы тренер, да? Это тренер Рустам Габдульянович. Он кандидат в мастера спорта. У него есть ребята, которые... Руслан, вот сразу... Вы давно работаете? Мы уже пообщались. А сколько? 23 года работаю. 23 года. Вы сами местные, да? Сам местный, да. Вам нужен, конечно, здесь зал. В спартанских условиях тренируются и боксеры. Тесновато, холодновато, неудобно. Все равно условия могут помочь в развитии боксера. В спорте, в любом. Все равно нужны условия получше. На первый взгляд, в основном спортзале неплохие условия. Здесь и большая площадка для игровых видов спорта, и хороший ринг для подготовки будущих бойцов. Однако вот уже почти целый год здесь не проводятся никакие занятия, поскольку это небезопасно. Ангар находится в аварийном состоянии. Раньше здесь даже организовывали межрайонные чемпионаты. Теперь ездят на турниры в соседние муниципалитеты. Глава республики в ходе осмотра поручил построить в Новобелокатае модульный физкультурно-оздоровительный комплекс. Его начнут возводить в следующем году. И построим вот такой зал. Деньги мы начнем строить в следующем году. Да. И в 2026 году у вас будет зал. Но хороший, крепкий ФОК.
Эта задача ляжет на плечи уже новой главы района. На муниципальном совете руководителем администрации избрали Лилию Муланурову. Она стала 5-й по счету женщиной главой муниципалитета. Ради Хабиров пожелал ей успехов и обозначил вектор развития всего Северо-Востока. Мы с вами прошли ковид, но вот как только с ковида вышли, мы с вами сразу приступили к еще более, наверное, сложной задаче. Это сохранение нашей страны, поддержки наших ребят на специальной военной операции. И все это, конечно, вытягивало наши силы, но, тем не менее, мы всю республику обеспечили все-таки развитием. И я хочу сказать, что мы все равно все планы реализуем. Не бывает так, что все время тяжело, поверьте. Когда-то это все кончится, когда-то ребята вернутся домой. В числе первоочередных задач навести порядок в сфере ЖКХ и сделать дороги. К примеру, недавно построенная трасса Бирск-Тасту-Басадка уже стала хорошей альтернативой М5. Транспортная доступность, как считают сами местные жители, поможет привлечь в районы Северо-Востока инвесторов, а также туристов. В этой части республики, например, расположена одна из жемчужин среди здравниц Башкортостана – санаторий Карагай. Он активно принимает гостей из соседних областей. В этом году учреждение отметило юбилей. Ну и, конечно, не мог не заехать. Юбилей 55 лет Карагаю. Хороший санаторий, это наша жемчужина здравницы, поэтому и коллектив надо поздравить. Людям спасибо надо сказать. 2 пятерки – это не только возраст, но и оценка труда местных сотрудников. Также старательно должны работать и чиновники. Долгие годы Северо-Востоку республики уделялось не самое пристальное внимание. Со своим приходом Ради Хабиров поставила много задач по развитию этих мест. Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, какие-то планы просто сдвинулись. Все, что было намечено, власти обязательно выполнят. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Белокатайский и Мечетлинский районы. В Башкортостане фиксируют повышенную заболеваемость пневмонией. В отделении Республиканской инфекционной больницы все палаты забиты больными. Причина, как говорят врачи, в наступлении холодов. Из-за переохлаждения организм становится более восприимчив к различного рода недугам. В большинстве случаев речь идет о воспалении легких, вызванном стрептококком либо микоплазмой. Среди пациентов много подростков. Это связывают с более слабым иммунитетом, а также отсутствием вакцины профилактики. Подумали, что обычная простуда. Около 3 дней держалась высокая температура. На 5-й день приехали сюда. Нас госпитализировали меня. Говорят, что переохладился, потому что за день до этого достаточное время был на улице, не одетый. Основные симптомы схожи с простудой. Это повышенная температура и кашель с мокротой. В отличие от пневмонии, вызванной ковидом, бактериологическое заболевание имеет более легкое течение и благоприятный прогноз. Главное не запускать. Процесс лечения занимает минимум 7 дней. Далее, в зависимости уже от динамики. Необходимо вакцинироваться от гриппа, вакцинироваться от пневмококковой инфекции, придерживаться здорового образа жизни, не переохлаждаться. В Уфе впервые уничтожили опухоль в легком с помощью криоабляции, замораживания. Операция прошла в рамках 3-го Поволжского онкологического форума. В Уфу приехали лучшие врачи России и других стран. Съезд проходил и на дискуссионных площадках, и в медучреждениях. Именитые специалисты провели сложнейшие операции в Республиканском онкологическом диспансере и клинике БГМУ. За их ходом наблюдали тысячи медиков, едва ли не по всему миру. Тему продолжит Анастасия Чебаева. Машина рассчитана на то, чтобы поставить 24 криозонда. То есть мы можем сделать ледяной шар 15 сантиметров. Для уничтожения опухоли в легком пациента достаточно ее охладить. Это если максимально просто. На деле же все это сложный процесс, который сейчас проводят всего в нескольких больницах России. И клиника БГМУ теперь в их числе. Мы можем на роботе ее удалить, то тогда будет 4, например, разреза где-то 1,5 сантиметровых. Сейчас это 1 прокол иглы и замораживание опухоли. Это возможно у пациентов, у которых небольшие опухоли, поэтому мы обращаем внимание на то, что приходить надо раньше. И второе, это у тех, у которых невозможно хирургическое вмешательство. Раковые клетки погибают в результате перепада температур. К опухоли подводят криозонд, который охлаждает ее до минус 200 градусов. Ледяные кристаллы разрушают структуру. Последующее нагревание приводит к температурному шоку, и клетка погибает.
Но врачам необходимо видеть и понимать, что происходит внутри. Для этого используют роботизированную ангиографическую установку. Отсканировав пациента поворотом С-дуги, врачи могут получить информацию о структурах в высочайшем разрешении. Но это еще не все. Такие возможности есть, в принципе, и у обычных томографов. Но уникальность заключается в том, что эта система превращает тело пациента в такую стереотоксическое пространство, в котором мы используем еще технологии дополненной реальности, то есть технологии дополненной рентгеноскопии. То есть мы можем прочертить траекторию какую-то внутрисосудистую или через кожную и, используя эту траекторию в режиме дополненной рентгеноскопии, проводить какие-то лечебные диагностические вмешательства. Это и позволило подвести иглу криозонда к маленькой опухоли внутри легкого. Криоабуляция врачам республики знакома уже давно, но вот для уничтожения опухоли в легком применили впервые. Мастер-класс провел специалист из Санкт-Петербурга. Уфа на несколько дней стала центром для всего профессионального сообщества онкологов. Башкортостан принял 3-й Поволжский форум. И медицинские съезды отличаются от других тем, что проходят не только на конгрессных площадках, но и в операционных. Задняя стенка трахеи, тут и к левому средостению доступно, вот можно дойти при желании. В республиканском онкологическом диспансере 6 операционных работали в режиме нон-стоп. Известные хирурги-онкологи из разных федеральных центров прооперировали 14 сложнейших пациентов. При этом специалисты комментировали все действия для коллег, наблюдающих за прямой трансляцией. Хирургия – это такая отрасль, наука, когда нужно всю жизнь учиться. То есть приехали коллеги из федеральных центров, показали какие-то свои нюансы, посмотрели то, что делаем мы. За последние 5 лет в онкологии практически революция произошла. Благодаря современным технологиям появилась возможность оперировать тех пациентов, которых раньше мы просто не могли физически взять на эту операцию. То есть технически невозможно было что-то сделать. Из операционных за круглый стол. В повестке форума вопросы онкологической помощи и поиска новых способов лечения и профилактики. Помимо ведущих российских специалистов, в Уфу приехали врачи из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии и Южной Кореи. И молодые ученые, и практические врачи могут обменяться опытом, могут из первых рук получить новый доступ к достижениям современной медицинской науки. Для того, чтобы любой житель нашей республики, гражданин нашей страны, получал медицинскую помощь в сфере онкологии по лучшим мировым и европейским стандартам. А онлайн-формат позволил удаленно следить за форумом тысячам специалистов в России и других странах. Но конечный получатель пользы – это сами пациенты. Многое в лечении зависит от мастерства врачей и технологий, но по-прежнему решающим может стать время. И чем раньше пациент обратится за помощью, тем выше шансы. Иногда жизнь может спасти вовремя проведенная диагностика. Анастасия Ильчубаева, Наиля Нуриева, Алия Эльтубаева, Балат Садриев, Артур Хуснудинов. Итоги недели. Самая большая школа региона среди муниципалитетов открыла свои двери в селе Глино на этой неделе. Другие образовательные учреждения таким образом удалось разгрузить на более чем 1000 мест. Участие в церемонии открытия школы принял Ради Хабиров. Руководитель республики также вручил ключи от новых домов работникам социальной сферы, осмотрел новое здание станции скорой помощи, заработавший недавно агропромышленный колледж, в котором только предстоит ремонт, и строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. Занятия в нем должны начаться уже после Нового года. Подробности в материале Динары Масхановой. Ребятки, на что похоже у нас буковка Л? На что похоже? За этими партами они впервые, но на тягу к знаниям это никак не влияет. Еще вчера первоклассники учились в другой школе, и учитель у доски был тоже другой. Малыши быстро освоились и даже успели оценить новые условия учебы. Мне понравилась столовка, она большая. Еще спортзал, он большой. Еще в нашей школе есть такой телевизор большой. Школу на 1225 мест в Глино построили в кратчайшие сроки. Работы по ее возведению начались в марте прошлого года. Современное просторное здание с большими актовым и спортивными залами, вместительной столовой. Новые условия по душе как детям, так и учителям. Меня очень радует то, что здесь обновленная мебель. У нас есть интерактивная доска, что позволяет
в современном формате преподавать уроки. У нас кабинет оснащен всем. Есть принтеры, есть ноутбуки. Вся материальная база предоставлена для учителей. Это очень важно. Объект строился по национальному проекту образования. Из федеральной казны было выделено более 1 миллиарда рублей. Главное, что в эту школу перевелись дети из других образовательных учреждений села, тем самым разгрузив их. На сегодняшний день более 1000 детей, если вернее 1100 детей у нас пришли, сегодня уже приступили к занятиям. Из них 900 у нас обучается в первую смену, и 200 примерно детей будут обучаться во вторую смену. Привет, привет, все. Готовы к соревнованиям? Первое место? Молодцы, молодцы. Успехов вам, удачи. Занимаясь в таком спортзале, только за призовыми местами, Радио Хабирову провели экскурсию по новой школе. Глава республики пообщался с учителями и детьми. Не спеши, а то ты себе палец коцнешь. Да. Самое главное, не спеши никогда. Иглино – быстро разрастающееся село. Такая тенденция связана с близостью к столице. Поэтому новая школа была действительно необходима. Символично, что открытие школы совпало с днем вручения ключей от новых домов. Их получили 6 семей работников социальной сферы. Одноэтажные строения были возведены в короткие сроки, буквально полгода. В домах уже сделан ремонт, есть сантехника, осталось только переехать. Айгуль Лукманова, врач-педиатр, как работник социальной сферы, попала в программу комплексного развития территорий. Ключи от своих домов также получили 3 сотрудников Иглинской больницы, тренер спортшколы и педагог колледжа, супруг которой сейчас несет службу в зоне специальной военной операции. Раз выпала возможность, женщина лично поблагодарила главу республики за поддержку наших военнослужащих. Передавайте мужу привет большой. Вам большое спасибо. Да. Хочу выразить большое спасибо именно Республике Башкортостан, потому что смотришь на другие регионы, во-первых, не довозится эта гумка. Я передаю мужу, грубо говоря, сало из дома. Это доезжает ему. Конечно, доезжает. Я говорю, не получилось, он очень был рад вас увидеть. Ему передавайте привет, увидимся, вернуться, дай Бог. Дай Бог. В рамках программы Иглинский район получил субсидию из федерального бюджета более 24 миллионов рублей. Через 5 лет работы семьи смогут выкупить жилье за 10% от стоимости строительства, а по истечении 10 лет за 1%. Очень долгожданная новость для нас. В канун Нового года мы очень рады и счастливы заселиться в новый дом. До этого мы сюда ездили на работу. Было сложновато добираться, тяжеловато. А теперь все очень удобно, доступно. Садик, школа, работа. Мы очень благодарны. А эти новоселые ключи получили не сегодня, но совсем недавно. Глава республики осмотрел новое здание станции скорой помощи. Здесь созданы условия для размещения 8 бригад. Есть комната отдыха, приема пищи, диспетчерская. Раньше сотрудники неотложки ютились в небольшом помещении больницы. Сейчас, по сравнению с тем, что у нас было, и то, что у нас есть сейчас, это просто небо и земля. Мы очень счастливы, очень рады, потому что сюда на работу всегда будет хотеться приходить. Уже неделю здесь работаю, я приезжаю с удовольствием, открываю двери, захожу в кабинет, тепло, переодеваюсь, все. Это счастье. Фельдшеры обслуживают не только Иглинский район, но и Нуримановский. Более 70 тысяч жителей. Руководитель региона сказал спасибо медикам за их нелегкий труд и дал поручение будущей весной заасфальтировать дорогу к подстанции. Пока же там лежит щебень. Мы же работаем для самого главного, для спасения жизни. Мы нужны. Да. И работа у вас чрезвычайно сложная. Да, сложная. Чрезвычайно сложная. Я быстренько расскажу, только у меня родственник. Он уже старший, и как-то мы с ним в Ишимбае еще подросток, и мы куда-то бежим, гололед страшный. И я спортивный вроде парень, я иду, падаю, спотыкаюсь, а он идет как локомотив. Ты откуда, говорит, он научился? Он в Московском учился, и потом в Москве на скорую помощь. Знаешь, говорит, когда мы вылетаем, говорит, на скорую помощь, значит, и летим, уже даже ноги привыкли, что на гололеде не скользят. Представляешь,
даже такая, поэтому у вас очень сложная работа, очень сложная. Еще одной точкой, которую посетил глава республики, стал агропромышленный колледж. Учебное заведение готовит специалистов рабочих профессий, в которых рынок труда сейчас особенно нуждается. Ребят, я заехал просто посмотреть, вот, и наведем порядок здесь, но, к сожалению, вы не успеете, потому что пока ремонт сделаем, поэтому доучитесь здесь. А так хорошую профессию выбрали, пусть все у вас получится. Сейчас в колледже обучается 265 студентов. Трудоустройство выпускников составляет 100%. Руководители колледжа рассказали радио Хабирова о том, что общежитие и учебный корпус нуждаются в капитальном ремонте. Им более полувека. Но небольшие обновления в образовательном учреждении в этом году все же сделали. Выделили средства на капремонт отопления. Отопление к 1 сентября мы сделали полностью. И ребята уже пришли, мы со всеми вместе отопление запустили. На оставшиеся деньги мы делаем санузел. Санузел все обновляем, капремонт делаем и для девочек, и для мальчиков. Мы развиваемся, мы идем вперед. В 2026 году в колледже по поручению Радия Хабирова начнется капитальный ремонт. Подводя итоги поездки в Иглину, руководитель региона отметил, что район очень большой. В этом есть и плюсы, и минусы, но главное, что у муниципалитета есть программа развития, а республика уже поддержит. Много было со стороны еще в старые годы коррупционных нарушений, тут вся земля была раздана. Поэтому сейчас новое руководство занимается наведением порядка, и республика здесь помогает. И отношение людей сейчас к власти другое стало. Я вижу, что люди хоть начали, в глазах какое-то доверие появилось. Поэтому продолжим эту работу. После Нового года иглинцы получат подарок. В селе заработает новый строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже первые дни 2025 года сельчане смогут начать с ведения здорового, а главное – активного образа жизни. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев, Виктор Демидов. Итоги недели. Иглинский район. Опыт Башкортостана по поддержке участников специальной военной операции будут тиражировать на всю страну. Об этом нашему телеканалу рассказал исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра региона Урал Кильсинбаев. На неделе он принял участие в семинаре совещания Государственного фонда «Защитники Отечества», где собрались не только руководители региональных филиалов, но и председатели МВК. Урал Кильсинбаев как раз возглавляет межведомственную комиссию при главе республики по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Предлагаю послушать, что он рассказал нашему телеканалу по итогам поездки в Самару. Урал Тагирович, добрый вечер. Добрый вечер. Вы на этой неделе приняли участие в семинар-совещании Госфонда «Защитники Отечества», которое прошло в Самаре. Скажите, о чем прежде всего там шла речь? В первую очередь надо сказать, что Госфонду всего лишь 1,5 года. Да? То есть это отдельное уже учреждение, которое работает на всей территории нашей большой Родины. И у нас в республике Госфонд был создан тоже 1,5 года назад, и на сегодняшний день уже сотрудников насчитывается более 100 человек. То есть представленность есть в каждом районе. И это новое учреждение сталкивается с многими нормативно-правовыми какими-то сложностями, да, то есть каких-то с новыми проблемами взаимодействия. И поэтому каждый день, какие вопросы возникают, мы, конечно, транслируем в Федеральный Госфонд, они накапливаются, и вот в таких семинарах мы как раз-таки обсуждаем, как решить данный вопрос. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что сейчас возникают новые задачи и вызовы, которые необходимо решать. Что это за новые задачи и вызовы? На сегодняшний день, например, самая острая задача, самые острые проблемы – это работа с ребятами, которые вернулись с СВО, ветераны с инвалидностью. Да? То есть много задач по, например, адаптации их жилого помещения, много задач по различным средствам их передвижения, в том числе, например, это появляются новые автомобили, которые только на ручном управлении для тех ребят, которые, к сожалению, потеряли конечности. Это адаптация, социальная адаптация. То есть ребята, которые вернулись оттуда, участники, ветераны СВО, они должны найти себя в этой жизни, в обществе. Это и культурные мероприятия, это и спортивные мероприятия. Это, конечно же, нахождение работы, которая им по душе.
Заместитель министра обороны России, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева недавно побывала с рабочим визитом в Уфе. Она положительно отозвалась о той работе, которая проводится по поддержке участников специальной военной операции. Теперь, как нам известно, опыт Башкортостана хотят распространить по всей России. Это правда? На самом деле было очень приятно, когда в пленарной части семинара совещания в Самаре статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Евгеньевна 3 раза озвучивала только с положительной точки зрения именно нашу республику, с положительным опытом. И это действительно, на самом деле, гордость. И мы понимаем четко, что другой работы бы и не было, если бы не внимание к данному вопросу со стороны главы республики Радифа Фаридовича Хабирова. Почему? Потому что на федеральном уровне указ президента вышел 3 апреля, а вот буквально через 3 дня была создана межведомственная комиссия у нас уже в республике по решению этого указа. Поэтому это говорит о том, что внимание со стороны главы республики, со стороны руководства республики очень большое. И это очень здорово, потому что по всем направлениям, которые были озвучены на семинар совещания, республика одна из, можно сказать, в первой 5. Так что у нас есть в Башкортостане, чего нет у других, и что достойно тиражирования по всей стране? Я бы сказал, еще раз, может быть, повторил бы, что это огромное желание руководства, огромное желание всего общества быть полезным для специальной военной операции, для участников специальной военной операции и, конечно же, для семей. Как только началась, например, частичная мобилизация, наши районы поддерживали ребят уже на этапе слаживания. То есть ребята еще не уходили за ленточку, они находились на территории Российской Федерации, в Казани, в Пензе и в других городах на слаживании. И тогда уже наша республика, наша администрация районов, они ездили с гумконвоями в эти города и предоставляли нашим ребятам все, что нужно. И эта работа, она никогда не останавливалась. И вот один из самых таких опытов, которое было принято решение, что будут транслировать на территорию всей России, это то, что, не дожидаясь создания филиала Госфонда в Республике Башкортостан, у нас уже были созданы центры поддержки участников специальной военной операции. И работа межведомственной комиссии. У нас, в отличие от других регионов, межведомственная комиссия, она нацелена на результат. Мы смотрим за качеством, не за количеством. Есть межведомственные комиссии, которые не проводились совсем, или 1-2 раза в год. Есть, которые очень часто проводятся. А мы проводим по необходимости и по создавшимся проблемам. Третье, то, что можно отметить, это мы в пилоте находимся в числе 10 регионов. Томский государственный университет проводит обучение, вот здесь очень важно, внимание, это обучение федеральными психологами для членов семей, для близких, это жены, матери ребят, погибших на СВО. И сейчас 30 из них проходят психологическое обучение, они получат сертификат. И они уже смогут помогать таким же матерям, женам, которые потеряли своих близких на СВО. Уже свыше 100 гумконвоев отправлено в зону специальной военной операции. Вот со стороны населения и предпринимателей не уменьшается ли эта поддержка? Поддержка не уменьшается, она стала, скажем так, точечной, более точной, более по заказу, что ли. То есть я четко помню первый еще гуманитарный конвой, который мы отправляли в 2022 году, мы грузили практически все, то есть это была и еда, и все что угодно, все, что находили, мы старались отправить. А сейчас уже гуманитарный конвой формируется по запросу ребят. Количество, объем, а самое главное, желание общества помогать нашим ребятам, оно не уменьшилось. Благодарим вас, Урал Тагирович, за то, что нашли время встретиться с нами и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. В Ишимбае волонтеры наладили производство собственных беспилотников. Летательные аппараты выпускают для нужд воинов из Башкортостана. Представители самых разных профессий объединились, чтобы помочь солдатам и офицерам на передовой, с которыми постоянно держат связь. Какие винтокрылые машины делают энтузиасты из нашей республики, в репортаже Даниля Байкова.
Это пробный полет нового коптера с необычным названием «Салям». Он предназначен для сброса гранат на противника, доставки воды и медикаментов на передовую. Максимальный набор высоты беспилотника – 1000 метров. Его собрали жители Ишимбая. Причем не на крупном, как может показаться, предприятии, а в небольшом помещении в центре города площадью 8 квадратных метров. В самую первую очередь начинается сборка, это с рамы. Основное оборудование крепится как раз таки на нем. К корпусу прикрепляют платы, моторы и видеопередатчики. Поэтому конструктору важно соблюдать аккуратность и точность при сборке. Устанавливается регулятор оборотов, крепится. И уже к нему идут от лучей, уже крепим двигатели, и получается каждый двигатель уже припаиваем к своей фазе. Затем специалисты подключают аппарат к компьютеру для настройки, чтобы БПЛА мог потом взлетать и выполнять команды оператора. Он у нас видит, то есть вот он его показывает, то что в каком он направлении, и то есть это уже все проверяешь. Если все в порядке, уже переходим дальше. А уже потом беспилотник тестируют на полигоне. Если обнаружатся дефекты, устройство отправят на доработку. Сборку коптеров собственного производства инициировали волонтеры из организации «Хранители Башкортостана» после доставки гуманитарной помощи нашим солдатам. Общим делом занимаются 7 человек, причем из самых разных сфер. С нашей стороны мы сделали только каплю в море, да. Но они нас благодарили, а в ответ мы говорили, зачем, то есть это вы защищаете наш сон. Также, помимо того, наша поездка осуществлялась в плане того, обмен опытом по созданию беспилотников. Волонтером стал и предприниматель Альберт Яманаев. Именно в его мастерской, где чинят бытовую технику и телефоны, теперь делают БПЛА. Как человек с техническим образованием, он знает все тонкости сборки и всегда прислушивается к мнению военных. Если брать наши дроны, мы получили бесценный опыт от поездки к нашим собратьям в ДНР. Нам некоторые моменты рассказали, как, собственно, создавать, то есть переходить на актуальные частоты, обходиться тем самым, получается, глушилки. Ишимбайцы произвели более 10 коптеров, причем 3 модификаций – легкие, средние и тяжелые. Все они предназначены для выполнения разных задач. Этот дрон превосходит своих собратьев по многим показателям. Разгоняется до 300 км в час, если пустой, и способен поднимать до 3,5 кг груза. Оборудован камерой дневного и ночного наблюдения. К слову, двигатели на нем произведены в Уфе. Ишимбайские волонтеры планируют увеличить выпуск БПЛА, найти более просторное помещение, чтобы собирать коптеры в промышленном масштабе, привлекать к делу больше неравнодушных людей и прививать интерес к конструированию школьникам. Даниил Байков, Шамиль Каримов, Ильдар Давлетов. Итоги недели. Ишимбай. Уроженцы села Халилово Абзелиловского района и неравнодушные жители республики своими силами собрали более 2,5 миллионов рублей на возведение новой мечети. Старое здание в сентябре сгорело при пожаре. Местные жители приняли решение возвести Божий храм с нуля. Как идет работа и когда завершат строительство, расскажет Алия Альтубаева. Шум бензопил и стук молотков не прекращаются на стройке с сентября. Общее дело объединило всех. Молодые парни работают на крыше, а взрослые мужчины подают материалы и занимаются отделочными работами внутри будущего здания. Прошедший пожар не оставил места для коллективного сбора мусульман села Халилово. Все деревни, уже пожарник приехали, но уже не смогли, потому что все сгорело. Сейчас 3, наверное, притушили. Колодец наружной стороны был, я там кабель положил. Пожарник приехали, сказали, что от кабеля частенько пожар выходит. Огонь мгновенно охватил мечеть. Местные жители и сотрудники МЧС потушили пожар, но восстановить здание уже не смогли. На месте этих дров и досок еще 2 месяца назад находилась бревенчатая мечеть, которая была построена силами местных жителей в конце прошлого столетия. Из-за загоревшейся электропроводки от нее не осталось и следа. Теперь совсем неподалеку появится новая, большая мечеть, на строительство которой собирали средства со всей республики. Начали сбор. Сразу начали, в тот же день около 300 тысяч пришло. А вот в конечном итоге около 2,5 собрали примерно. Чуть больше. Кто-то песок привозил, кто-то щебень, кто-то доски. В Уфе у нас девочки, мальчики есть, которые за компьютером сидят. Они все это делают.
Деньги собирают, туда отправляют, в чаты. Вот так собирали всем миром. Около 20 добровольцев собираются несколько раз в неделю, отдавая все свободное время благому делу. За 2 недели подняли шлакоблок, уже завершают возведение кровли, заказали окна и двери, чтобы работу внутри здания можно было проводить в тепле. Все появится, новая электропроводка, газ, теплые полы здесь будут. Сейчас вот на этапе полы равняем, будем экструзии стелить, теплые полы. Современные будет мечеть у нас. Заказали тоже с Уфы полумесяц. Вот она тоже на этапе уже подъезжает, можно сказать. И с Махачкалы громкоговорители будет на всю деревню оповещатели. В стороне не осталась и женская половина Халилова. Пока мечети нет, по очереди хозяйки готовят еду и напитки для рабочих, кормят их на стройке, а по пятницам приглашают односельчан в свои дома на проповедь, которую проводит местный имам Хатыб. Сама родилась здесь, жила здесь, живу сейчас в Аскарово. Но каждый день смотрю чат и вижу, что женщины не остались на стороне. Все готовят обед, завтрак и ужин для них. Вот сегодня плов и бишбармак. Бывает картошка с окорочкой и так далее. Разные даю. Завершить возведение религиозного сооружения планируют до наступления Нового года. Параллельно жители продумывают планировку и дизайн интерьера. Помимо основного предназначения – совершения молитв, в мечети откроются группы по таджвиду и арабскому языку. Это позволит мусульманам научиться читать Коран правильно и еще больше узнать о своей религии. Алия Эльтубаева, Шамиль Каримов, Владимир Макаров. Итоги недели. Абзелиловский район. Далее эфир продолжит рубрика «Итогов недели между нами». Это авторский взгляд моего коллеги, журналиста Руслана Шарафудинова на происходящее в республике за последние 7 дней. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Здравствуйте, я Руслан Шарафудинов. Главная тема недели, которая у всех на устах, это, безусловно, погода. У природы между нами нет плохой погоды, но далеко не каждая погода – благодать. На эту неделю на Уфу напал первый снег, настоящий такой зимний снегопад. Как к нему не готовься, для коммунальщиков и дорожников это всегда происходит вероломно, внезапно и практически без объявления войны. Каждую зиму снег на наши головы. Ну так ведь на Урале живем. Может быть, пора нашим муниципальным службам это и запомнить. В последние годы проблема снега, вернее его уборки, реально приобрела для уфимцев какое-то сакральное политическое значение. И стала чуть ли не главным критерием работы коммунальных служб и лично главы города. Первый снегопад вышел комом. Несмотря на героические усилия спецтехники и дворников, по большому счету, к нему оказались не готовы ни они, ни все мы. Доказательством тому 10-бальные пробки и просто коллапс на некоторых направлениях. Например, многострадальный Кузнецовский затон и Пугачевка, где так и не закончены до сих пор дорожные работы. Многие уфимцы почувствовали себя москвичами. В смысле, добирались от дома до работы больше 2 часов. Соцсети в часы пик на этой неделе были красными, как Яндекс.Пробки, от проклятий и советов граждан в адрес ответственных лиц. Кстати, про ответственных лиц. Друзья, у каждой проблемы, колодца или нечищенной от снега улицы есть свой уровень ответственности, а также конкретные фамилии и должность, в данном случае муниципальные. И что-то мне подсказывает, что если городская власть хочет пережить нынешнюю снегоуборочную страду, им пора срочно включать зимний режим, причем турборежим. Давайте считать первый снег последним предупреждением. Зима не близко, друзья, она уже здесь. Теперь к новостям политическим. Владимир Путин наградил главу Башкирии Радия Хабирова орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. От имени президента 7 ноября в Кремле орден Хабирову вручил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя его администрации. Между прочим, главный куратор всей внутренней политики в России и ее новых территорий. Награда очень серьезная и вручается, цитирую здесь положение, за выдающиеся заслуги в защите интересов государства. Сам Путин в этот же день выступал с программными заявлениями на дискуссионном клубе «Валдай» в важнейший геополитический момент этого времени, сразу после тектонической победы Трампа на выборах президента США.
Такой вот пазл большой мировой политики, одним из элементов которого стала торжественная церемония в Кремле с участием видных государственников, включая Радия Хабирова. Это уровень с большой буквы, честно говоря. В пасьянсе большой политики случайностей не бывает. Все продумано, согласовано, все по своим местам, и каждый выполняет свою роль. Конечно, награждение, причем в такой момент и в таком месте, это дорогого стоит. Это признание заслуг и демонстрация федеральной Москвой полной политической поддержки всей нашей республики и лично Хабирова. Так высоко оценили успехи социально-экономического развития Башкирии, ее лидерство во многих сферах и, прежде всего, беспрецедентные меры поддержки, которые она оказывает специальной военной операции и на фронте, и в тылу. В этом наша республика служит примером для многих других регионов. А сегодня это важнейший критерий, по которому Кремль и Путин оценивают эффективность работы региональных властей. Безусловно, не осталось незамеченным и то, что глава Башкирии лично держит руку на фронтовом пульсе, вникает во все эти вопросы и регулярно сам посещает зону боевых действий, не обращая внимания на риски. Честно говоря, вручение в Кремле такого ордена – это ответ тем злопыхателям, которые всю минувшую неделю, впрочем, как и всегда, пытались наводить тень на плетень, сочиняя разные небылицы о проблемах в команде Хабирова и у самого Хабирова с Кремлем. Наших доморощенных конспирологов-кукушек хлебом не корми, дай посчитать время власти, отведенное Радию Хабирову. На самом деле это уже не шутки, а один из фронтов настоящей информационной войны, которая ведется против нашей страны в целом и конкретно Башкирии, как одного из ключевых ее регионов. Задача, которую ставят перед своими башкирскими агентами их иностранные кураторы – раскачать ситуацию. Ребята, как я уже неоднократно просил, угомонитесь. И не надо выдавать за некий инсайт сплетни в виде версий. Есть только один человек, который знает цену этому времени и отсчитывает стрелки часов. И он ответил всем нашим пикейным жилетам и их хозяевам зубугром, подписав указ о награждении Радия Хабирова орденом за заслуги перед Отечеством. Кстати, про фейки и сплетни. Есть такая старая прописная истина. Если не умеешь базар фильтровать, то за него надо отвечать. На минувшей неделе Роскомнадзор передал в суд административные материалы, составленные в отношении портала «Пруфы». За что? Вот тут внимательно. Часть 9 статьи 13-15 Кодекса об административных правонарушениях. Злоупотребление свободой средств массовой информации за распространение, внимания, заведомо недостоверно общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Если просто, то за систематическую ложь и клевету. Что такое Роскомнадзор, если кто не знает? Объясню. Это федеральный регулирующий орган в сфере массовых коммуникаций и связи. Для любой редакции это карающий меч и прокуратор в одном лице. Ответственность по этой статье предусматривает очень крупные денежные штрафы, а повторное нарушение предостережения является основанием для прекращения судом деятельности средств массовой информации. Финита ля комедия. После того, как в октябре издателя портала «Пруфы» Рауфу Рахимову признали виновной в публичной дискредитации вооруженных сил России, мы уже говорили о том, что, похоже, в некоем центре принятия решений лопнуло терпение, и федералы взялись всерьез за одного из главных рупоров той самой необъявленной, но явной информационной войны против республики. Нельзя постоянно провоцировать государство в условиях фактической войны, а потом удивляться, почему оно отвечает карательными мерами. Свобода слова, о которой некоторые так любят покричать, не означает вседозволенности и вечной безнаказанности лжи и манипуляций. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Да, и, кстати, не читайте вы на ночь телеграм-каналов. От этого бессонница и нарушение пищеварения. Вот теперь точно до свидания. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.